Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире, как всегда, по понедельникам 17:00. Передача «Буква закона». Я, адвокат Павел Стаценко. Говорим, как всегда, о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Разрешите сразу же представить своих гостей. Это Николаев Николай Старлевич, судья в отставке, и Вероника Евгеньевна Тамтусова, практикующий юрист. О чем мы сегодня будем с вами говорить? Мы поговорим об изменениях в законодательстве и в судебной практике, больше, конечно, касающиеся, наверное, новелл в арбитражном процессуальном кодексе и в гражданском процессуальном кодексе. И первое, о чем бы хотели мы обсудить со своими гостями, это, не могли мы обойти это определение Верховного суда Российской Федерации. Сейчас это будет, наверное, больше интересно тем, кто занимается бизнесом, а кто практикует, может быть, в строительном арбитраже. Определение, которое от 7 апреля 2016 года, которое отменило решение арбитражного суда наше арбитражное суда Республики Саха-Якутия, решение арбитражного суда Республики Саха-Якутия и соответствующие судебные акты, которые за ними последовали в части оплаты дополнительных работ по государственному контракту, заключенными в рамках государственных закупок. На первый взгляд, сейчас мы это обсудим с своими коллегами, на первый взгляд определение действительно такое, достаточно революционное, потому что все, кто знает и когда-либо сталкивался с оплатой дополнительных работ, арбитражные суды, вообще суды в Российской Федерации, в целом в России, они отказывали в оплате дополнительных работ. История была достаточно такая, знаете, длительная. Иногда отказывали, потом вышло определенное постановление или тоже определение Верховного суда Российской Федерации, которое сказано, в исключительных случаях, в очень исключительных случаях можно. И вот сейчас, на наш взгляд, в общем-то, такое рядовое решение арбитражного суда, доп. Работы, не предусмотренные контрактом, не предусмотренные никакими документами, доп. Соглашением и так далее, в принципе, которые не ввязываются в ни в 44-й, ни в 94-й закон, вдруг неожиданно такое решение отменяет. И сейчас арбитражному суду Республики Саха-Якутия необходимо будет вновь изучать материалы дела. Николай Ставич, вопрос к вам. Вы изучили это определение арбитражного суда, оно действительно революционно? Или, в принципе, нет ничего в нем такого, чтобы, скажем так, вносило какую-то новинку в судебную практику, переворачивало вообще понимание в подобных случаях? Ваше мнение? Добрый день. Вообще, взыскание дополнительных работ такая была, как вот, Павел, вы правильно заметили, что практика была противоречивая. Исходя из своего опыта, я скажу так. Необходимость дополнительных работ всегда возникала. Она всегда возникала в ходе выполнения самих подрядных работ, после приемки работ. И было, камнем преткновения между заказчиками и подрядчиками. Если брать в корне ситуацию, о том, что подрядчик все-таки выполнял эту работу и заказчик их принимал, то суд действительно был период, удовлетворял такие требования, весь вопрос стоял в правовой квалификации таких споров. Сначала их квалифицировали как все-таки заключенный договор подряда. Он мог быть отдельный, то есть исходя из правоотношений, регулируемых главой Гражданского кодекса, главой о подряде 24, если не ошибаюсь. Если потом практика поменялась, тоже стали взыскивать, но стали квалифицировать как неосновательное обогащение. Но, тем не менее, взыскание происходило. Потом, в связи с принятием законов антимонопольных, имеется 94-й, 44-й, практика поменялась и, в общем-то, перестали, условно говоря, взыскивать, если можно так выразиться. Что касается данного определения, я бы высказал свое мнение о том, что пока рано делать определенные выводы. Но, здесь есть юридически два момента, которые, на мой взгляд, на которые стоит обратить внимание. И я не сомневаюсь, что суд первой инстанции, конечно же, обратит на это внимание. Первый момент, он касается антимонопольного законодательства и то, что, в принципе, изначально это выполнение этих работ, оно было предусмотрено, оно просто не вошло
конкурсную документацию. А в проектной документации они были. То есть это не выявилось ни после, ни во время, оно изначально было. В связи с этим заказчик был вынужден подписать этот акт. И я думаю, наверняка уверен, что суд первой инстанции примет этот факт во внимание. И второй момент, что все-таки момент такой в определении очень важный, акцентирован на противовес интересов, значит, именно в части антимонопольного законодательства и законодательства, ну, в данной ситуации, видимо, Гражданского кодекса, в плане того, что это социально значимый объект. То есть, грубо говоря, суд сказал так, значит, о том, что действительно положение 94 на тот момент как бы нарушено, но, тем не менее, значит, объект был принят, значит, социально значимый объект, поэтому с учетом вот этого с учетом вот этих моментов суд первой инстанции не произвел оценку вот этих двух обстоятельств. Ну, смотрите, Вероника Евгеньевна, 94-й закон, он распространяется, 94-й тогда распространяется, сейчас 44-й, мы говорим, давайте, чтобы не путать, 44-й закон, да? 44-й федеральный закон, он всегда распространяется на государственные структуры. А государственные структуры чаще всего связаны с социальными какими-то функциями. То есть, если мы говорим о 44-м, его чаще всего, в 90%, наверное, случаях, может, я ошибаюсь, но можно привязать к социальным объектам. И вот о чем говорит Николай Ставович, вот можно ли каким-то образом то есть не возврат ли это к старой практике? То есть я имею в виду, да, действительно, есть какой-то социально значимый момент, вот давайте его теперь удовлетворить. То есть это обратно поворот к взысканию неосновательного обогащения? Нет, это вряд ли поворот обратно к взысканию неосновательного обогащения, потому что ранее у нас была уже практика, да, когда работы взыскались вне контракта, да, то есть когда торги не были проведены надлежащим образом, но все равно взыскали эти работы, поскольку тогда была мотивация, что без этих работ обойтись было нельзя, да? То есть доказанный факт, что это длящиеся правоотношения, они там длятся много лет, и что вот не исполняя в данный момент эти работы, да, в последующем, если бы ждали проведения закупки, то могли бы произойти необратимые последствия, которые привели к вреду жизни и здоровью людей, да? Здесь примерно пытаются тоже свести, может быть, немножко к этому, подчеркивая тот факт, что да, объект социальный, правда, без отопления это невозможно, но с другой стороны здесь есть, как озвучили уже такой аргумент, что трудно представить здание без отопления. Понятно, но то в есть любом случае... изначально, если в проекте это было заложено, да, то есть здесь уже ошибка сугубо заказчика, и здесь, мне кажется, подчеркивают, что здесь нету какой-то недобросовестности со стороны непосредственно исполнителя. То есть исполнитель, он, посмотрев проект утвержденный, да, уже как бы соразмерив то, что сезонность, да, в республике очень четко прослеживается, то есть отопление можно монтировать только в определенный период, да, в другой период это невозможно просто сделать, о чем, кстати, пояснять, если мы смотрели заседание, да, там четко это поясняет сторона как бы истца, да, что сезонность объекта и в другой момент это монтировать невозможно, и здесь прослеживается, что здесь скорее дело не в социальном значимом объекте, а в том, что, может быть, какие-то факты, правда, судом первой инстанции не были доисследованы в какой-то мере, да, с точки зрения вот каких-то тоже толерантного отношения к подрядчикам. Потому что согласитесь, что, конечно, да, безусловно, 44-й закон необходимо соблюдать, там четко прописано 10% и все, да, об этом нужно задуматься уже на стадии проектирования объектов, да, заказчикам более добросовестно подходить, но не всегда вот это вот доп. Работы, они недобросовестны со стороны подрядчика. Понятно, смотрите, понятно, что действительно иногда это, скажем так, это на ваш взгляд, это все-таки практика к каким-то маленьким исключительным случаям, или все-таки это какой-то масштаб? Почему? Потому что, понятно, и в данном случае, и вообще всегда, да, есть понятие, есть процедура. Да, может быть, не всегда исполнитель, там, как в этом случае, там он недобросовестно поступает и так далее. Но, в общем-то, у заказчика-то никак не связан с тем, чтобы, объяви ты торги, внеси изменения в план-график,
налог, проведи какие-то еще процедуры, собственно говоря, не ограничивая конкуренцию. То есть, раньше вот было информационное письмо в ВАС, Высшего арбитражного суда, который четко говорил, если нарушен 44-й закон, если вы пытаетесь взыскать там доп. Работы по 44-му не предусмотренные, не проведенные в рамках этих правил, это обход закона. Все, точка. А сейчас получается, что мы пытаемся какие-то вот детали найти, и все-таки вот при каких-то деталях обход этого 44-го закона возможен. Как вы считаете? Нет, я считаю, что это не обход 44-го закона, я считаю, что это все-таки как раз применение права. То есть право у нас живое, да, то есть каждый случай, он индивидуален в большинстве случаев. Естественно, если это говорится о том, что там, не знаю, дополнительные работы неожиданно оказались стоимостью всего контракта, то, конечно, это нарушение 44-го, и даже речи нет. Но когда это необходимый минимум, который еще и предусмотрен в проектной документации, и недобросовестность заказчика при просто проведении закупки, то здесь я считаю, что нужно, может быть, более детально. Не факт, что первая инстанция, все-таки исследуя все материалы дела, придет к выводу, что нужно взыскивать. Да? То есть нужно дожить и посмотреть, какая практика сложится. Но то, что, может быть, нужно исследовать более подробно, с учетом каких-то определенных моментов, я считаю, что выводы в общем-то, обоснованные с точки зрения, что здесь не нашли какой-то составляющей четко противоречащей, получается, 94-му закону. То есть здесь все-таки выявили, что в проектной документации было, что необходимость имелась, что работы, в общем-то, приняты обоснованно, да, и попросили первую инстанцию происследовать, чтобы уже не осталось вопросов, чтобы не было потом какого-то, определения, что у нас ущемляют сторону подрядчика, да, и что заключая там госконтракты, все в рамках госконтракта, ни шаг влево, ни шаг вправо, да, и несмотря даже на вред самому строению. Николай Александрович, вот вам, как судье, наверное, бывшему вопрос. Получается, что о чем сейчас говорит и Вероника Евгеньевна, больше вопросов, наверное, к судейскому усмотрению. То есть этой ситуации будет, судья будет уже сейчас, учитывая это постановление, он не будет автоматически выносить, как это раньше было. Вот есть нарушение однозначное решение. Да. Он будет все-таки смотреть ситуацию, а может что-то есть, что возможно, да, все-таки там нет злонамеренности и так далее. А какие принципами он должен руководствоваться? Что для него должно стать тогда основанием для взыскания? Павел, здесь, так, конечно, принцип закона и справедливости, это понятно. Судья должен исследовать все материалы дела, Вероника Евгеньевна правильно дать оценку. Сейчас, к сожалению, я, конечно, поскольку я имею статус судьи в отставке, я не могу комментировать, каким образом судья будет принимать решение. У меня даже на этот момент есть свое мнение, допустим, которое я никак не могу озвучить по этому поводу. Но, тем не менее, конечно, судья просто должен исследовать все материалы дела, и, соответственно, вынести. Но единственное, что я могу сказать о том, что эти моменты, которые Верховный суд Российской Федерации в определении указал. Сейчас мы одну секунду прервемся на короткую буквально рекламу, и потом вернемся и поговорим о том, как судьи принимают решения. Да. Возвращаемся после короткой рекламы, продолжаем разговор про нововведения в судебной практике и в законодательстве. Первая часть программы мы посвятили достаточно увлекательному определению Верховного суда, который касался нашего решения арбитражного суда Республики Саха-Якутия, и тем, наверное, нечасто Верховный суд России уделяет внимание нашим решениям, тем он, наверное, для нас был интересен. И интересен для тех, кто занимается строительным арбитражом, либо занимается строительством по госзаданию. А если вдруг по каким-то причинам вы пропустили этот разговор, вы в любой момент можете зайти на nvkonline.ru и посмотреть эту передачу с самого начала до самого конца. И мы продолжаем. Буквально 1 апреля 2016 года, текущего года, внесены ряд изменений в АПК и ГПК. Вкратце скажу, что в АПК внесли изменения по претензионному регулированию споров. Теперь возможно выдавать судебные приказы, частные определения.
арбитражным судом, и изменяется процедура упрощенного производства в арбитражных судах. Значит, в ГПК тоже определенные изменения по судебному приказу, также станет доступным упрощенное производство. Но вот об этом мы сейчас поговорим с моими гостями передачи. Давайте начнем с претензионного порядка. Вот внесли претензионный порядок. Как вы думаете, как это вообще хорошо, положительный момент, отрицательный момент? Значит, мое мнение, конечно, это положительный момент. Во-первых, надо обратить внимание о том, что, значит, нововведение касается оптимизации, как и гражданского, так и арбитражного судопроизводства. Все-таки, что не скрывать, нагрузка очень большая, что в суде общей юрисдикции, что в арбитражных судах, извиняюсь. Значит, все-таки мое мнение о том, что введением претензионного порядка, значит, часть споров не дойдет до суда. Оно решится на стадии досудебного урегулирования спора. Потому что существует, поскольку мою бытность, когда я был судьей, очень много дел на самом деле разрешалось на стадии именно арбитражного судопроизводства мировым соглашением, отказом от исковых требований. То есть, не доводилось до принятия решения по существу. В принципе, я полагаю, что и вот эта часть, она... То есть, это не надо будет тратить время судье на вынесение постановления о возбуждении арбитражного дела, значит, назначать предварительные судебные заседания, и вообще проводить судебные заседания, поскольку дело уже просто-напросто не пришло в арбитражный суд. Вот. Что касается упрощенного и приказного производства, значит, по упрощенному все-таки действительно, опять же, я считаю, что эта мера направлена на облегчение арбитражного судопроизводства, поскольку если сторона не заявит о том, что мотивированное решение должно быть, то, в принципе, судья может его и не изготавливать. Вот. Смотрите, с одной стороны, да, наверное, так, эта мера направлена, я имею в виду претензионный порядок, он направлен на то, чтобы снизить загрузку судов. С другой стороны, все, кто хочет договориться, на мой взгляд, он всегда договорится. По крайней мере, попробует сесть за стол переговоров. С третьей стороны, нам, получается, дано сейчас необходимость 30-дневный, значит, срок выдержать до подачи искового заявления. То есть, это вначале еще направить претензии. Возможно, необходимо направлять в другой город, либо там какие-то проблемы с вручением нарочным, нужно направлять почтой. Значит, ждать, пока знаменитая доставка Почты России дойдет до своего адресата. Да, это немалые сроки. Плюс еще 30 дней выдержать, только потом подать. И срок, мы уже неоднократно говорили здесь, в этой студии, с председателем, кстати, арбитражного суда республики, мы говорили о том, что очень длительные сроки рассмотрения арбитражного дела. До полугода, по самым минимальным подсчетам. И тут еще прибавляется вот этот, минимум месяц претензий. Получается, усложняется жизнь, облегчается жизнь арбитражного суда, но усложняется жизнь участников арбитражного процесса. Вероника Евгеньевна. Мне кажется, не все споры попадают на момент, когда они появляются. То есть, может быть, наоборот, это как-то организует внутреннюю корреспонденцию, в том числе юридических лиц, потому что чаще всего мы сталкиваемся, что отсутствует вообще какая-либо переписка, да, то есть люди просто взяли, подали в суд и решили, что они на месте разберутся, то есть не выяснили какие-то факты, в общем-то, потом наконец-то бывает и такое, что в судебном заседании наконец-то что-то выяснилось, более того, оказывается, оплата прошла, просто ее там не заметили, или оплата была с зачетом, просто тоже это соглашение пропустили, а юристы взяли, не обнаружив данный документ, просто подали в суд. То есть здесь уменьшаются затраты, в общем-то, как раз на выяснение отношений, то есть получили претензию, ознакомились, документы изучили, поняли, что если они не отвечают надлежащим образом, или если они документы не представляют, что они обязательно там выполнили, или что есть основания для того, чтобы не оплачивать, допустим, данную сумму, то уже, правда, до разрешения спора это не дойдет. Другой момент, здесь еще есть положительный, что бывают случаи, когда лицо правда не знает, что на него подали в суд.
Да, То есть бывает. есть индивидуальные предприниматели, которые, по каким тем или иным причинам, там, это физические лица все равно хоть со статусом, да, но просто, где-то что-то не доделали, да, не заметили претензии, там, не успели обратиться, не успели исправиться и обнаружили, что, что в отношении их есть решение уже когда это на стадии исполнительного производства. Да. Но и таким людям претензии не поможет, в общем-то. Нет, почему? Если они получают претензию, у них есть определенный срок, то есть 30 дней, это все-таки уже что-то. Да. Смотрите, но если они не получают и решение суда, и не получили извещение суда, почему? то они Они не как раз получили... решение суда и получают. Вот. Исполнители получают. Понятно. Но повестки они не получили, и, соответственно, вряд ли они и претензии, там, по же письмо обыкновенное, там, по крайней мере, вовремя почтальон у них пришел. есть шанс. Шанс. Да, у них есть шанс, это уже хорошо, потому что это упрощает в том числе работу суда с точки зрения неподготовленных сторон. Или, наоборот, решений, которые получаются заочными, потом их обжалуют неоднократно, то есть выясняются какие-то новые обстоятельства, там, на стадии апелляционной инстанции все по новой рассматривается. То есть, мне кажется, наоборот, все-таки здесь есть шанс. И если это будут использовать добросовестно, не просто как отписки, да, и все-таки с учетом как раз длительности судопроизводства будут делать это сразу, то есть появилась проблема, сразу начали ее решать, то, возможно, правда, у нас будет больше мировых соглашений, больше будет в судебном порядке все решаться, и, может быть, наконец-то у нас институт других Понятно. судов. Вот в принципе, вообще, сейчас же очень много уделяется там процедуре медиации, там, и как так раз далее. об этом идет речь, что за 30 дней можно и обратиться. Вот смотрите, получается, что, с одной стороны, наверное, какой-то процент, но с другой стороны, те люди, которые, знаете, считают, и часто очень практика такая, сталкивает меня с такими людьми, и говорят, знаете, вам не нужны деньги, если вы не идете в суд. Вот если вы идете в суд, наверное, вам нужны деньги. Тогда давайте посудимся, походим, может, где-то сторгуемся на мировом соглашении, вам придется заплатить меньше. Таким людям этот претензионный порядок тоже, в общем-то, на руку. Удлиняет же судебный процесс, получается так. И вообще, судиться должно быть долго и дорого или нет? Как вы считаете? Вот, наверное, такой вопрос. Если верить изречениям, которые были по этому поводу, то, да, конечно, судиться должно быть, наверное, все-таки дорого, что сподвигло бы на добросовестность. То есть, если ты не хочешь потом выплачивать судебные расходы, то проще расплатиться сейчас добросовестно и не втягиваться в судебный процесс. Только тогда из страха, может быть, потратить, переплатить, так скажем, еще иную сумму денег за неустойки и судебные расходы, у нас как-то люди будут более организованы. Частное определение. Николай Стасович, наверное, по претензиям, высказался более чем понятно. Частное определение, в общем-то, в ГПК, что интересно, получается, их не вводят пока что еще, или они уже есть, я, честно говоря, не знаю. По-моему, нет, по гражданским прокурорам нету. А в АПК вводят. И существует, получается, у нас сегодня в уголовном процессе и теперь уже в арбитражном процессе. Насколько это эффективный метод, наверное, воздействия? Частное определение имеется в виду на госорганы, на тех же адвокатов, на нас, на оценщиков, юристов, аудиторов и так далее. Вообще, конечно, с точки зрения злоупотребления правом, допустим, с часто сторон... хотелось вам в частное определение? Да, честно, часто, да. Понятно. Скажу честно, да. Хотелось, очень сильно хотелось, да. Но, к сожалению, у меня не было инструмента. Единственное, только штраф, который я мог, скажем так, применить условно. По-моему, если мне память не изменяет, единственный судья, сейчас тоже, кстати, в отставке, кто активно использовал штрафы, это был господин Столбов в Якутском арбитраже. Очень пугал ими и любил так применять. Остальные как-то милостивы. Если Владислав Владимирович сейчас был бы судьей, наверное, частные определения сыпались бы у него, конечно. Наверное, я так думаю. Я единственное, что могу сказать, в том, что это нововведение есть, и за ним будем смотреть, надо за ним наблюдать, условно говоря, за применениями, как будет, наскоко это эффективно. Будут сейчас прогнозы какие-то, я бы воздержался пока, честно говоря, от комментариев. Вероника Евгеньевна, вы как думаете? А вообще сторона ходатайствовать об вынесении частного определения, интересно, может? Я, кстати, не смотрел. Самое страшное, да, что будет, если сможет сторона ходатайствовать, потому что тогда у нас будет частное определение как способ воздействия уже на сторону.
сторону. То есть тогда это будет один из способов злоупотребления права, мне кажется, если сможет. А если это будет исключительно привилегия судей, то возможно, что да, некоторые процессы даже будут более быстро проходить, потому что в последнее время часто сталкиваемся с тем, что у нас именно в плане приобщения там, документов, там, приобщения неожиданно за день там, каких-то дополнений становится уже повсеместной практикой как способ затягивания процесса, да, и усложнение как бы, работы другой стороны путем того, что невозможно возражение составить, потому что вот вчера получил, сегодня судебный, как бы ты просто физически не можешь напечатать там текст, еще всем быстренько разослать, да. То есть в этом случае я считаю, что да, положительные стороны наверняка найдутся, но нужно посмотреть. Большое спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Я надеюсь неоднократно вас увидеть еще раз в этой студии. Напомню, у нас был Николай Александрович Николаев, судья в отставке, и Вероника Евгеньевна Тамтусова, практикующий юрист. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, на этом наше время подходит к концу. Хочу сказать, что вы в любое время удобное для вас можете посмотреть нашу программу на nvkonline.ru. Заходите также на сайт advokatstacenko.ru. Пишите нам, предлагайте свои темы, задавайте ваши вопросы, следуйте букве закона. Всего вам доброго. До свидания.